В руках у меня желудок глухаря. Я покажу, как можно отделить мясо, вкусное мясо желудка от мусора. Там еще камушки, еда у того же самого глухаря, в общем. Делается это очень легко и просто. Вот смотрите, как выглядит желудок. И с правой стороны, вот, я вот сейчас как держу в руках. Вот это мясо мы режем. Режем не жалея. Это все мускулу мяса. Режем до того момента, как мы увидим белую пленку. Надеюсь, видно. Вот белая пленка. И эту пленку немножко так осторожно будем резать. Все. Вот такая полоса получается. Потом ногтями цепляем. И вон как открывается. Видели? И с другой стороны так. Вот. Вот это все съедобно, очень-очень вкусное мясо. Главное, надо нормально приготовить. Вот, видели? Вот здесь у него камушки, и что он ест там? Брусника, черника, еще может быть иголки от деревьев, от веток, в общем, что он ест. Вот, видели как? Как все нормально отделяется. Это уже отверстие, ну, от глотки, и наоборот еще второе отверстие, которое уже уходит из желудка. Все. Вот это мы удалили. Вот это все съедобно. Видите, сколько мяса, как рябчик с размером. Вот это мясо как бы еще так режете, и надо на медленном огне или в русской печке, или в духовке долго варить. Но как она потом добавить соль, обычную соль, и очень вкусная еда получается. Вообще идеально. Даже вкуснее самого глухаря. Вот такой желудок. И смотрите, какой крупный. И вот тут находятся камушки. Конечно, можем открыть даже, если кому интересно. Можно порвать так. Разных размеров, не очень большие, разных цветов камушки. Может быть и золотишко там, кто понимает в этом. А мне все камни одинаковые. Всяко разные. Вот это внутренность желудка. Камушки там крутятся у него и молотит всю еду там. Вот иголки, трава. Вот такая фигня, короче. Всякие разные камушки. Может и золото тут, кто его знает. Вот иголки. В общем, так разделывают желудок у боровой дичи. Таким способом и можно разделать у рябчика, у косачей. Все одинаково так же. Режешь, раскрываешь, убираешь, выкидываешь. Мясо себе, это в мусорку. В общем, так.